Дежурка, в садике произошло возгорание. Угу. Все хорошо. Сигнал поступает на пульт диспетчера. По легенде, в детском саду «Солнышко» горит кухня. Первая на возгорание подоспевает штатная пожарная команда воинской части Росгвардии. Спасатели начинают боевое развертывание и приступают к тушению пламени. Воспитанников учреждения эвакуируют и отводят в безопасное место. Тем временем на подмогу приезжает личный состав первой пожарно-спасательной части Назрани. Спасатели действуют слаженно и уверенно. Несмотря на то, что это только учение, они с особой серьезностью подходят к своим задачам. И в тандеме со штатной командой пожарных воинской части Росгвардии продолжают ликвидацию. Выясняется, что во время эвакуации одного ребенка не досчитались. У нас одного ребенка не хватает. Все понятно. Амур третьему. Есть информация, что и остался один ребенок в помещении. Направляем в звено ГДЗС. Командир звена Азиев. В кислородных масках пожарные начинают поиски и находят пропавшего мальчика. Ему надевают специальный шлем и выносят из здания. Ильяс Хидиров хорошо вжился в роль. В будущем он тоже хочет стать пожарным. Правда, на камеру немногословен, переволновался. Кто тебя спас? Как ты там оказалась? Испугался ты? Пожарники пошли. Спасатели сработали оперативно и за считанные минуты потушили условный очаг возгорания. Условный пожар произошел в помещении кухни, так как это больше всего вероятность возникновения пожара. Локализовали в течение 3 минут, так как очаг пожара был незначительный, в порядке 5 квадратных метров. Совместное учение с управлением Росгвардии и пожарно-спасательной частью номер 1 по Республике Ингушетия проводится регулярно, каждый год на базе дошкольного образовательного учреждения и на базе среднего образовательного учреждения. Главная задача таких совместных пожарно-тактических учений – отработать слаженность действий при всевозможных сценариях ЧП, которые могут произойти в реальности. Первым прибывают подразделения пожарной охраны управления Росгвардии. Следом дежурный сообщает в городскую пожарную часть, и подразделения МЧС прибывают и в дальнейшем берут тушение пожаром, руководство всеми видами вот этих мероприятий берут на себя и производится тушение условного пожара. Заместитель начальника пожарно-спасательной части номер 1 города Назрани Адам Могушков объяснил и показал коллективу детского сада способы применения огнетушителей. Есть до 2-3 видов огнетушителей. Вот для ваших учреждений предназначены порошковые, так как тут может возникнуть больше всего замыкание электричества, а при электричестве нельзя использовать другие. Да. Метод использования. Вы сперва выдергиваете эту чеку, потом придерживаете шланг и нажимаете на это. Вот основные действия. Если есть другие огнетушители углекислотные, они замораживают, их нельзя руками трогать. В основном используется вот этот порошковый. Также Адам Могушков напомнил воспитателям алгоритм действий при возникновении пожара, правила эвакуации из здания и порядок вызова экстренных служб. Зелимхан Калоев, Ахмед Горбаков, Новости 24.